Дальним прицелом президент Путин со дня вступления в должность и его правительство, соответственно, ведут, мне представляется, геноцид в отношении всех народов от Российской Федерации. В первую очередь, государство, образующее это русский народ, и вот субъекты, тоже мы, это местные нации, это образующие республики, да? В том плане, что сейчас добровольно, принудительно изгоняется, ну не изгоняется, просто народ сейчас уходит с родных мест. Производства нет, раз. Вот как вы себя утверждать, правильно говорить, это тарифы, налоги всех достали, да, по-народным говоря, да. Третье, там вообще инфраструктура завалена. Сейчас поэтому работоспособная часть населения уходит в промышленные центры, города и туда, и просто рассеиваются по всей нашей великой России. Так, в этой ситуации национальные республики будут терять свой статус, свою идентичность, свой уклад попросту будет утерян, и в конце концов эти земли высвобожденные будут потом кому-то когда-то приготовленные они займут. Вы понимаете, это первое. А второе, вот продолжение отношения вот дальневосточного гектара. Дальневосточный гектар это не шутки. Как со стороны смотреть, на гектаре комбайн не развернешь, да? А если вот подойти по этому вопросу поближе, то этот гектар сейчас кто занимает? Представители ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Вот кому сейчас паспорта дает президент, завтра они подают заявление, и будут они оттяпать вот наши земли. А местное население все, по всей России это будет распространяться потом. И к тому же президент наш собственноручно раздает земли китайцам. Ну, это где видно, чтобы руководитель государства вел антинародную, антигосударственную политику? Вот в этой связи у меня возникает вопрос. Вот наша Компартия, Конституционный суд или на Госдуму, этот вопрос вынес или не вынес? Вот как этот вопрос вообще нашими прогрессивными силами Российской Федерации, раз сейчас находим решение, стадии решения. Спасибо. Ну, вы знаете, что Коммунистическая партия Российской Федерации, ее фракция Государственной Думы категорически голосовала против закона о торах, о том, что можно получить в России территории, на которых федеральные российские законы не действуют вообще. Но, несмотря на это, партия большинства, Единая Россия, приняла этот закон. Я с вами абсолютно согласен по дальневосточный гектар. Я об этом выступал уже неоднократно, уже лет, наверное, 8. После того, как Медведев, когда он был президентом, внес это предложение, за него проголосовали. Это абсолютная глупость. Потому что так не привлекает людей на Дальний Восток. Потому что никакой инфраструктуры этого гектара нет. Нет даже понимания, как развиваться будет эта территория. Один строит на этом гектаре там какую-нибудь мойку или там мехмастерскую, а другой рядом собирается туризмом заниматься. Абсолютная глупость. Но главное другое. Там нет ничего. Ни канализации, ни воды, ни электричества. Они бы лучше в деревне в порядок привели рядом, которые находятся. И не надо было бы выдавать по гектару кому. Но, понимаете, я считаю, что это более глубокая проблема. Проблема отсутствия профессионализма в правительстве. Люди, которые ничем никогда не управляли, ничего не знают, они начинают командовать экономией и стратегическими отраслями. Вы знаете, например, что в нефтегазовых отраслях, например, да, министром нефтегазовой промышленности мог стать только генерал, так называемый, генеральный директор либо крупного нефтяного промысла, либо крупного перерабатывающего завода. Он должен был пройти все стадии, от простого инженера, начальника производства, главного инженера, руководителя предприятия, потом замминистра или там начальника управления, и только потом министра. А у нас назначают по фамилии, знаете как, банкир, который никогда не занимался сельским хозяйством, стал министром сельского хозяйства. Но человек, который никогда не занимался рыболовством, занимается теперь рыболовством. То есть вообще люди не понимают ничего в отрасли, но, вы знаете, как, у меня был такой эпизод, меня один товарищ попросил его сына принять на работу. Я говорю, ты кто? Он говорит, я менеджер. Я говорю, что такое менеджер? Я говорю, это человек, который управляет. Я говорю, а чем ты можешь управлять? Он говорит, всем. Я говорю, ну пожалуйста, на ферму управляй. Он через неделю пришел, говорит, слушай, заберите меня оттуда. Коровы его не слушают, он не понимает, что они хотят, а они не понимают, что он хочет. И затем он ушел. Нам не нужны менеджеры, нам нужны специалисты. Из специалистов могут вырасти менеджеры. Но они сначала должны понимать, что они делают. А у нас не осталось ни инженеров, но самое страшное, ладно, еще там
как-то у нас в правительстве нет инженеров, нет специалистов. Понимаете, это самое страшное, что есть сейчас. И поэтому надо вообще менять систему государственного управления. Надо назначать не по фамилии, не по знакомству, не по тому, кто из какого клана, а по принципу производственных показателей, успешности. Ну там, знаете, у нас очень много умных людей, молодых. Я говорю, я проехал столько регионов, вы не представляете, какое количество молодежи, которые хотят что-то сделать, а им не дают. У которых нет так называемых социальных лифтов. Это же ужас просто. Люди не могут развиваться, потому что сверху сидит вот такая прослойка бездельников, бездари, которые вот, значит, вот у меня есть один такой, его папа сидит в Совете Федерации, его крестный папа командует министерством, а он по должности губернатор. Вот он ничего никогда не делал, а тут губернатор. И он теперь, знаете, что делает? Он выпускает, например, заставили считать на Пасху, на крещение, сколько людей в прорубь залезут. Написали, например, что все плакаты на Новый год должны быть одинаковые по всей области. То есть он ничего. Шоу, танцы, а результатов нет. Вот он программу создал, говорит, я создал программу «Наш лес». Сажают лес, а потом уходят, а поливать кто будет. И все это загибается. И он рассказывает, что у него такая программа есть. Он даже не понимает, что надо лесников увеличить в разы. Тогда будет кому заниматься лесом. Вы понимаете? И поэтому это бесполезно, когда нет предписания.